На ТЭЦ всегда производится очистка дымовых газов. Дымовые газы очищаются у нас двумя способами. Это электрофильтра, которые работают по принципу разности потенциалов, то есть коронирующие электроды, осадительные так называемые. На них подается внутри фильтра высокое напряжение. Дым проходит через эти коронирующие электроды, и частички золы тоже имеют или положительный, или отрицательный заряд. Соответственно, они притягиваются. После этого, когда напряжение было подано, оно снимается, фильтра стряхиваются, зола падает и смывается на золошлакоотвал водой под высоким давлением. Второй способ очистки – это мокрые скрубера, так называемые, мокрые золоулавливатели. Принцип какой? Создается водяная пленка, дым проходит сквозь эту пленку и, будем так говорить, омывается. Дым моется, да? Принцип такой работает. Эффективность очистки на старой станции фильтров составляет в среднем 97%, 97,5%, если быть точнее. На новой станции 99,9%. То есть, если вы вот сейчас можете наблюдать, вот мы стоим возле дымовой трубы новой станции, и в принципе это идет пар. Если бы сейчас уже было не минус 10, а нулевая температура, вы вообще не увидели, что там что-то выходит с нее. Как только зимний период начинается, смог над городом, все это за ТЭЦ, мы не отрицаем, что ТЭЦ свою лепту вносит. Совсем без дыма ТЭЦ работать не может. Но хочу обратить внимание горожан, что ТЭЦ работает 57 лет. 57 лет из трубы домовой идет дым. Мы отапливаем город, даем тепло, свет. И только вопрос смога начал подниматься последние 5 лет. Обратите на это внимание, пожалуйста. Последние 5 лет над городом действительно стоит серая пелена в зимний период.